Ну, что все? Давай. А я, наверное, ближе не подойду, Олег. Давай штатив сюда. Как ее сюда? Вот так? А как? Так. Все, отзывай. Нет, вот так. Ну. Все. Олег, нет картинки, подожди. Что там еще? Надо сейчас стул поднести. Ну, ничего нету? Леш. У меня в камеру включен один провод. HDMI. Правильно? Зарядка меня не достает. Видно? Есть? Ну давай, хорошо. Бери камеру, пошли туда. Куда туда? Быстрее. Куда На туда? поле. Почему на поле? Блять. А, я понял. Давай. Все, давай. Смотри, там есть? Да. Ну что? Трансляция идет или нет? Да, у меня тоже стал на месте. Ты мне скажи, что сделать? Мы просто тут поднесли к полю ближе. Это какой из них отходит? Как проверить? Давай, хорошо. Что тут? Говорит, что опять зависла. Видишь, картинка вот зависла. Сейчас я пробую заново включить. Сейчас. Смотри, я появился. Почему я появился? А, это потому что он переключил. Надо ему... Это вебка. Да. Опять зависло. Ну пробуй включать. Ты же зачем ты веб-камеру включил? Нет, я себя вижу на камере. Нет, ничего не двигаю, Денис. Я, здесь HDMI стоит. Врубленный. Ну, включен. Почему веб-камера ты видишь? В чем прикол? Ну, камера не... Все нормально, все нормально в позиции. Врубай YouTube. Да, у меня появилось. Врубай, попробуй на YouTube. Время, не знаю, минут 10, наверное, собой. То есть меня видели на YouTube долго? Чувак, ну нахера ты это делаешь? Ну, бля, ну скажи, зачем ты... Ладно. Все, короче, смотрим, да? Давай. Посмотри сам, на YouTube открой. Открывай, Олег. Пробуй. Там звук идет.
Идет. Да? А звук? Давай позицию, пусть можно вставать. Полиция. Не. Можешь чуть ближе сделать? Камеру? Да. Очень плохо видно. Ворот вообще не видно. Дали чуть раньше. Потянулся, Дима, пойди сразу сюда. Чуть ближе к полу. Да как лежит? Сейчас я сделаю. Я не знаю. Смотри, ты смотри. Стой. Сейчас. Как ее регулировать вот так? Ручка как-то? А Дима отсюда зайдет. Смотри, что белое у меня было. Ну, смотри, сейчас. Все хорошо. Больше работает. Комментируй. Здоровайся, коллега. Подсказывают мне здесь, что звук идет. Всем привет. Начали мы с задержкой трансляцию. Не уверен я, что будет вам хорошо видно. Был здесь матч до этого, турнир какой-то местный проводят. Шахтер Солигорский, где дети играли с брестчанами, и там оператор залазил на вышку какую-то, но, знаете, не рискнули мы подниматься на вышку, тем более были здесь моменты у нас с настройкой трансляции. Надеюсь, что все-таки удастся посмотреть эту игру до конца без каких-то проблем, поэтому смотрим. Рух Крумкачи, первый спарринг нынешнего межсезонья для обеих команд, если не ошибаюсь. Для Крумкачева точно первый спарринг, для Руха, по-моему, тоже. И очень интересный тут состав у нас у Руха. Там привет Брестскому Динамо, там, по-моему, половина добрая футболистов, которые в прошлом году защищали цвета Динамо Брест. Но вот уже они сейчас вышли на поле в майках Руха. У Крумкачева много изменений с момента стыковых матчей за выход в высшую лигу. Ну вот посмотрим, как себя проявят новички, а также те, кто продлил контракт с командой. Угловой ворот Ивана Санько. Выжимают Лаптева и штрафной. Навес и...
Долго не было новостей от Крумкачу, и я думаю, что болельщики соскучились по футболу. Ну, сейчас его будет больше. После этого матча завтра команда отправляется в Пинск, где проведет недельный сбор. Так что подписывайтесь на соцсети, если еще нет, и следите за новостями. Буквально сегодня стало известно о том, что Никита Рочев подписал новый контракт с Крумкачами. Парень пришел в прошлом году летом, себя довольно неплохо проявил, защитник. И принял решение остаться в команде еще не на 1 год. Пока больше мячом владеют хозяева. Очередной момент Лаптева. И будет еще один угловой. Готовится исполнять хозяева тут стандарт, но может получиться контратака и нарушение фиксирует, по-моему, на Яцкевича. Если далеко, там... Олег, я сам не вижу. Сам не вижу. Довольно много людей присутствует на этом матче. Видно, что соскучились зрители по футболу. В Манеже, в Бресте. В конце января. Приличная посещаемость. И здесь справа Юзупчук. Очередной футболист брестского «Динамо» в прошлом. Напрягает наших защитников. Также вернулся в Крумкачи Дима Лебедев, что, я думаю, поможет команде. В любом случае. Это опасная атака сейчас. Петрочев, Миша, Колядка. По-моему, Фил Иванов. Да. Под 81 номером сегодня Фил. Давно мы не видели его в составе. Крумкачу опасная атака. Может получиться. И угловой. Плехов врывался. Роман Плехов врывался в штрафную и заработал угловой. Ну, круто разыграли. Казалось, даже темп атаки потерян, но смог Фил Иванов, увидел там справа Плехова, и Плехов обострил игру.
Подадут сейчас Крумкачи угловой. И очень высоко. Ну вот и повеселее стало немножко. Создали Крумкачи первый момент. Левая рука, смотрите. Право, лево, право, здесь. Не успевает Яцкевич к мячу и аут бросит футболиста Руха. Таких врываний мы видели сегодня уже несколько, когда быстро через фланг заходят в штрафную игроки Руха, но пока не получается у них открыть счет. И такой же момент был у Крумкачева, только один, когда Плехов опасно простреливал, и защитники убили мяч на угловой. Расставляй игроков! Ближе, ближе расставляй в обороне! Ник, не приходи! Миша Калетка далеко может вбросить. Игнат, рассчитай траекторию! Еще раз, чуть ниже. Еще один аут с той же точки практически Миша Калетка будет бросать. Уже перехват Руха и может получиться контратака. Ты поставил пенальти? Нет? Поставил пенальти? Да, немножко я не уловил моменты, когда пас пошел. Контратака Руха завершилась нарушением, по мнению арбитра. Савицкий, судя по всему, будет бить. Или это Бакай? Это Элис Бакай. Это было неплохо, конечно. Потащил пенальти. Санько? Потащил Иван Санько. Пенальти от Элиса Бакая. Вот это вот сам, называется, нарушил и сам исправился. Иван Санько тоже продлил контракт с Крумкачами. В прошлом году начинал он буквально третьим вратарем, пришел в команду. Но постепенно завоевал право на то, чтобы выходить в основном составе. И сыграл много матчей во второй половине сезона. И
продлил контракт, как я уже сказал. И вот сейчас он доказывает, в принципе, что парень в порядке. Отбил пенальти от Алиса Бакая. Угловой, мяч перелетает всех. И будет удар от ворот. Хорошо, это Спрашивают, кто 23 номер. 23 номер Лихтин. чисто руку не видит. Алексей нарушает, не видит. Я это называю домашнее судейство. Зачем ты назвать? Не разобрались сейчас Лебедев и Яцкевич, кому мяч принимать. Нужно выходить из обороны, но сейчас тяжело, очень высоко прессингуют. А вот и вышли сейчас крымкачи из-под прессинга. Лебедев. Саша Яцкевич. Вот и удар поворотом. Филованов бил поворотом. Лево, давай, стой, садимся. Стой, позиции. Призывает тренерский штаб Лебедева возвращаться в защиту. Нарушение правил было, да. Мелкий фол. Не дали Крымкачам во вторую подряд атаку убежать. Гречишка запускает мяч высоко вперед. Опять они разобрались Лебедев с Яцкевичем. Есть вопросы по взаимодействию. Я думаю, что все это на сборах и в товарищеских матчах наиграется. Оба высококвалифицированные футболисты, опытные. Тем более играли вместе в прошлом году полсезона, когда Лебедев, как первый полсезона, который Лебедев провел в Крымкачах, забил там 7, если не ошибаюсь, таких важных, красивых мячей. Потом по договоренности с руководством клуба ушел в высшую лигу, в Белшину. Там не помог команде остаться в элите. Ну, и вот сейчас вернулся в Крымкачи. Очень много пользы в атаке приносит Дмитрий Лебедев, но хорошая статистика была в Крымкачах.
Вышки тоже один мяч точно забил. Чуть не перебросили сейчас Санько, но вратарь оказался там, где должен был оказаться. Саша Яцкевич здесь. А, да, Лебедев. Ты. Ничего, Димка, ничего. Тут для любой команды очень важна будет комплектация в межсезонье. Кто придет на замену игрокам, которые покинули Крумкаши. Зубчуков всегда высоко поднимается и подает. Роман Плехов там доборолся. Фил потерял мяч. И очень опасно бьет Лисбака опять. Сколько, Олег, сыграли? Да, видите вы сейчас. Видите вы сейчас на экранах, что 35 минут у нас сыграно, но на самом деле чуть больше, на 2 минуты. 37 минут сыграли команды, потому что мы не с самого начала транслировали, мы примерно так по ощущениям включили таймер. Ну вот здесь тренерский штаб, которого все точно подсказал. Отлично сыграл футболист Руха и вынудил наших ребят нарушить правила. Нарушил правила Рочев, там попал ногой в район лица Павлу Савицкому. Не специально, но нарушение арбитр поставил, конечно. Штрафной. Бака исполняет штрафной. Бака не получил забить пенальти, кто сегодня опоздал к трансляции. Могли видеть, точнее, я вам расскажу о том, что опа, хорош, может получиться, но контратака не удалась. Ну, с другой стороны, подача не привела к какой-то опасности. Интересно всегда складываются матчи Руха и Крумкачев еще со второй лиги 2018 года, когда обе команды были фаворитами сезона тогда и стремились попасть в первую лигу, что, в принципе, им удалось. Едва тут мяч не угодил в нашу камеру. Было бы, конечно, эпично, если бы у нас трансляция началась позже и закончилась раньше. Так вот, тогда в том сезоне очень интересные были матчи, несмотря на малое количество забитых мячей. В Бресте тогда Крумкачи не смогли обыграть Рух. Счет был 0-0, там Кошель не забил пенальти. А в Минске уже на стадионе Артур БГУ при большом количестве зрителей, тогда на вторую лигу пришло там в районе 1000 зрителей, что было само по себе событием. Руху удалось обыграть Крумкачи 1-0. Там в конце была заварушка с участием игроков и тренерского штабов обеих команд. Ну, это эмоции, было круто, приятно даже вспомнить в некотором роде. А уже в следующем году, когда обе команды играли, это был 2019 год, когда обе команды играли в первой лиге, в Минске. Счет был уже 0-0, то есть команды не забили мячей.
в Бресте Крумкачи смогли обыграть Рух, нанести первое поражение. Когда, кстати, Яцкевич только пришел в команду и сумел отличиться классным забитым голом. Тоже было много эмоций, много людей приехало из Минска. Это были времена до пандемии, когда можно было еще спокойно ездить по стране. Никто ничего не боялся. Пускали зрители на трибуны. Хотя у нас так пускают. Спрашивают, кто на скамейке запасных у Крумкачева. Честно говоря, ребята, я вам даже не могу сказать, потому что как таковой заявки нет. Будем смотреть, кто во втором тайме выйдет. Тут бы разобраться, кто в основе. Вообще, на самом деле, судя по составу Руха, у нас топовый соперник в первом спарринге. Несмотря на то, что только начинается, это межсезонка. Там столько игроков сборной, столько чемпионов страны из Бреста. Нарушение правил на Лебедеве. Ну, вот видите, давление вот этого, которое было в начале матча со стороны Руха. Несмотря на то, что оно привело к назначенному пенальти, там скорее была контратака, чем... Вот, Санько пенальти отбил, счет не открыт, 0-0. Давление немножко спало, игра успокоилась, да, больше контролирует мяч хозяева, но в целом все в порядке. Не могу я разобраться, по какой схеме играют наши ребята из Крумкачева. На поле два футболиста, которые могут сыграть атакующего полузащитника. Это Фил Иванов и Дима Лебедев. Наконечником Яцкевич. В центре поля Колядка и Лихтин. Не прошла передача у Филованова, хорошо увидели его партнеры. И вот уже атака Руха. Ну, опасно играть вот в эти кошки-мышки с Рухом. У них очень классная команда, классные футболисты. Может получиться, что... Ого, не дал арбитр фола. Первый тайм окончен, счет 0-0. У нас перерыв, не переключайтесь, скоро вернемся. Ну, наверное, да, скажу Денису. Что постановил или какой-то клип запустил сейчас. Можно камеру выше поднять. Так поставь выше. Сейчас.
Слушай, там написано 30 минут осталось. Мне надо отключить этот самый, да? Батарею лучше включить. Но я не уверен, что получится, но я попробую. Давай, хорошо. Просто розетку, да? Вот? Раз, слышно меня? Напишите, пожалуйста, в чат, в Телеграме или в комментариях на Ютубе, слышно ли меня. Сейчас будет начинаться второй тайм, и будем смотреть вместе. Начался второй тайм. У Руха полностью сменился состав, судя по всему. Дают шанс другим ребятам проявить себя тренерский штаб Кирилла Ольшевского. А у Крумкачев все те же на арене. Растягивайтесь у поднятия! Поднимайся! Гена, сфоткай Фила вот этого парня. Вот этого парня. Иванова? Да. Легенда. Что, блеск не ведет трансляцию? Вроде нет. Тоже с места плохо, понимаешь. Сделал чуть поменьше. Найди мне зарядку, у меня в сумке. Такой. От этого. Я принесу. Powerbank? Наконец-то появились возгласы болельщиков. Шевченко пробирается. Садовский едва не добирается до мяча. Эти парни молодые, но довольно известные в белорусском футболе. Поищи. Сумки. Ты давай поводи, я поищу, ты поводи там. Был у меня здесь. А, ты видишь. Вперед, Рома, вперед! Наверное, вот это. А куда она вот втыкается? Где зарядка? Здесь надо где-то. Сейчас набираем. Твои мячи, блядь, летающие туда, перелетающие. Ноги, ножки, блядь!
Но неплохо. Филипп Иванов получает мяч. Ждет с кем отыграться. Отыгрывается с Плеховым. Плехов упал, но нарушения не было. Получил там повреждение, кажется, Плехов в борьбе. Геннадий пишет, ребята, почаще зумируйте. Ну, будем стараться. Если Глеб Лукашевич. Как фамилия еще? Ух, момент был у Кромкачев. Дмитрий Лебедев наносил удар. Замена готовится у Кромкачев. Вместо Романа Плехова выйдет на поле. Влад его зовут, да? Влад Белошевич. Откуда парень? Приехал к нам из Гродно. Будем смотреть, как он себя проявит сегодня. Вот как раз Влада можете смотреть, как Казек ему объясняет. Подснял немножко для вас. Нас смотрят Крымкачи и Кейфанс. Они были с нами вместе весь прошлый год, начиная со времен пандемии, и остались уже после того, как в Европе первая волна закончилась. Поднимайся, Рома. Вот и у нас замена, которую я анонсировал. Под 23 номером вышел Влад Белошевич. И на место Плехова как раз и перемещается правого обороны. Ух, еще один сейф. Вот ради этого Филипп Иванова и брали в команду. Ну ты что делаешь? Если вам понравился этот момент с участием Филиппа Иванова, поставьте лайк нашу трансляцию. Влад, снимаешь эту. Опасный момент может быть. Чуть ближе, белый!
И нарушение на вратаря фиксирует арбитр. Выше, сам фильм. Ты что выше? Ого, успел. Кто там был? Саша Яцкевич. Да, 88. Все, спокойно, да. Фил, стоя! Фил! Делай. Паша, поднимайте! Не бойтесь, подняться! Держать линию! Да, очевидно, разобрался наконец с схемой игровой Крумкачев в сегодняшнем матче. На острие Яцкевич, под ним эту тройку завершает. Ванька, давай сразу. Готовится передача. Влад, готовится сразу в него. А под ним Иванов и Лебедев. Фил уже наелся, заметно, что нужно, как и другим ребятам, с обеих сторон прибавлять. Ну, это, конечно, начало межсезонки, предсезонки. Влад, момент приема, старайся! Подсказывает наш тренерский штаб Владу Белошевичу, что нужно выдвигаться на игрока до того момента, как передача пойдет. Пытаются шатать футболиста Руха. Очень плотно стоят Крумкачи и не дают возможности подобраться к воротам. Ну вот еще ближе подошли, сейчас будет либо навес, либо... Ну, что вне игры, кстати, было. Сейчас замену у нас появится Иван Верос, который в прошлом году вторую половину сезона провел в Крумкачах. Забил 3 гола, если я не ошибаюсь. Если ошибаюсь, поправьте меня в комментариях на ютубе. В целом, его польза была не столько в забитых мячах, сколько в том, что он постоянно нагнетал обстановку. Напрягал защитников у чужих ворот. Ошибся Паша Гречишка. Может получиться опасная атака. Садовский бьет по воротам. Поторопился, наверное, нападающий Руха, но хорошо, что так. Поджали футболисты Руха последние несколько минут. Крумкачев не дают им выйти до центра поля. А Иван Верос в это время получает указание от Сергея Козека. Посмотрим, какую роль Ваня отведут. Я думаю, что он выйдет вместо Яцкевича в нападении. Единственным форвардом номинальным. Мишкалятка. Кто? Не зря я свой хлеб, так сказать, потому что очень много. Как хорошо Яцкевич сейчас. Зацепился за мяч, к сожалению, не получилось обойтись без вне игры в данный момент. Но... Хорошая передача. Сань, ты как?
Саня. Ты как? Мы сейчас его поменяем. А, Фил меня. Не, я не тебя. Вот тут мы в хорошем месте мы находимся. Можно слышать, что говорят тренеры. Сейчас будет замена. Вместо Силы Иванова выйдет Верес, так что Яцкевич останется. Хорош. В последний момент Белошевич увел мяч в аут. Очень опасный момент, удар, и блокирует Павел Гречичко. Решение. Паша, включи как роль. Роль сейчас спроси, как состояние. Потом. Что ты, мам? Марин. Ну, конечно. Бесплатно. Ты же фри. Как это? Роль! Роль! Что там по времени? Вот. 3 минуты. Скоро Сергей Усеня появится. Усеня Сергей? Сергей Усеня? Сергей Усеня появится на поле. Дали ему пару минут на то, чтобы размялся еще дополнительно. Усеня известен тем, что... Много такое через Белошевича. Ты, да, молодец, молодец! Правильно все! Саша! Есть! Так быстро перемещается мяч между Серега! правым и левым флангом, что очень тяжело зумом работать, для того, чтобы вы видели. Головой. Еще один хорошо известный болельщикам Крумкачев футболист, который появился на поле, Владимир Карп. Последний пару лет провел в Лиде. Универсальный футболист, который может сыграть как в атаке, так и по краям. Немножко не получилось у Лебедева. Вот сейчас. Для этого Иван Верес и вышел, для того, чтобы не давать защитникам легко принимать эти верховые передачи вперед. То есть, когда где-то передача длинная вперед, то Верес борется за все эти мячи и напрягает защитников. И если где-то какая-то обрезка или ошибка, то за мяч остается переход к мячам, и может быть опасный момент. Постоянный прессинг, постоянное движение впереди. Половина второго тайма сыграли команды, и
Хорошая передача на Лебедева. Ох, какой... Я засмотрелся и не показал момент удара. Сейчас вот будет замена. Двойная, причем замена. Карп и Устиня пойдут в игру. Ну, вот я могу вам показать пока замену. Устиня вместо Рочева. Непонятно, что получилось. Рух разыграл мяч. Арбитр не дал провести замену. Ну вот, вышел Усеня. И сейчас Карп войдет в игру в следующей паузе. Все, две замены состоялось. Вместо Лебедева Карп и Усеня вместо Рочева. Ох, какой момент опасный был сейчас у ворот Крумкачев. Обошлось. Ну вот, хорошая атака Руха. Справа защитник подавал, и там уже случилась небольшая паника в штрафной. Посмотрим, как исполнен стандарт. Брещане. Борется Карп. Не поставил нарушение. Хорошо, последние пару минут получается передачу. Видимо, мяч попал в потолок манежа. Спорный мяч достанется, скорее всего, Крумкачам. Нам отдадут. Чуть раньше, полшага. Разворачивают атаку. Налево, назад. Хорошо расположились футболисты Крумкачева, не дают отдать обостряющую передачу вперед. Приходится через фланги все это делать, растягивать. Опять назад. И опять. Интересно, почему 10 номер Шевченко, который обычно в нападении играет, или это не он вообще Шевченко? Не похож на Шевченко, да? Справа сегодня у нас Уруха. Все, молодец, Влад.
5 назад. То есть сложно пройти эту насыщенную людьми оборону. Вот, получилось, кстати, передача неплохая. Уже ближе под штрафной подобрали футболисты Руха. Кстати, то, что Владимир Карп, посчитал арбитр, что нарушили правила, что Карп там нарушил. Ну, по сути, просто борьба, да, такая. Перестраховался сейчас арбитр, ну, в спаррингах, да и в официальных матчах. Часто мы видим, что такую борьбу позволяют арбитры. Вот перехват. Вики, Вика. Нина, выше, Нина, выше. Молодец, подняли линию спокойно, белого. 71 минута у нас заканчивается, и пока 0-0 в первом тайме. Элис Бакай не забил пенальти. Иван Санько сфалил, но сам же исправился в классном прыжке, отбив мяч, посланный Бакаем довольно круто. То есть это был не простой удар, но Ваня Санько справился. Был честь и хвала. Надеюсь, что он так нас продолжит радовать в сезоне, когда уже начнутся официальные матчи, но еще до них далеко. Напомню, это первый спарринг для обеих команд в этом межсезоне. Рух Крумкачи. В первом тайме у Руха все динозавры и монстры вышли на поле. Многие игроки из Динамо Бреста. Во втором тайме главный тренер Кирилл Latшевский дал возможность второму составу своей команды показать, на что они способны, но видим, что, в принципе, стараются все еще растянуть эту оборону Крумкача. Крумкачи хорошо стоят, но тяжело, что-то темп увеличился, и то ли наши парни устали, то ли Рух стал быстрее мяч передвигать. Но по владению, наверное, последние минут 5, там 90% владения у Руха, но при этом оно не приносит результата. Все еще счет 0-0. Смотрим дальше. Конечно, до конца матча еще около 20 минут, но если бы я выбирал лучшего игрока прямо сейчас, я бы, конечно, дал это звание Ивану Санько. Что в полном порядке Ваня. Очередной сейв. Сейчас будет выполнять удар от ворот. Дальше! На! Меняйте! Меняйте! Меняйте, да, ты! Меняйте, я, нет.
Ребята, выйдите из штрафной! Хорошая передача. И, возможно, будет подача с фланга. Шевченко с мячом. Выходит на ударную позицию, но выжимают опорники. Очередной суперсейв Ивана Санько. Там казалось уже, что мячу уже некуда деваться, но я их не снимаю, потому что улетает. Сейчас вот Крумкачи побежали в атаку и могут получить контру, но посмотрим. Откуда? Россияне? Вышел Владимир Пак, но пока что-то тяжеловато ему войти в игру. А под 78 номером готовится у нас выйти Клементий Гаврилов. Парень 2002 года, посмотрим, как он себя проявит. Как вы знаете, в первой лиге, да уже и в высшей лиге будет действовать в этом году лимиты. Молодой футболист обязательно должен быть на поле игрок. Если не ошибаюсь, 2000 года и младше обязательно. Это спорный такой момент, который многие специалисты обсуждают. Не очень понятна его эффективность, но раз приняли, значит, нужно играть. Поторопился сейчас Санько, совершил сейв после удара Шевченко, но... Вот и нарушение, подкараулили. Вот я же говорю, что вот эта игра Вероса, там где-то подшакалить впереди. Талика Лифтина заменяют. Пахал наш опорный полузащитник. Как всегда, прилично. Выходит Клементий Гаврилов. Посмотрим этого парня. Осталось 10 минут играть.
участвуют угловые крумкачи. Думаю, Миша колядка будет подавать. Никто не торопится подавать, интересно. А, он уже Миша колядка так далеко, что я не вижу просто. Вот и контратака пошла. Все грамотно разобрались и Лохов, правда, впереди никого и не было. Все вернулись на этот стандарт и Хороший Игнат. Садись! Опорная зона! Все, Лохов, стоит, Володя! Вот сюда! И опять пошла эта атака. Руфа. Со стороны центра! Очередной проход по флангу, там Усеня дал себя обыграть. Все выжимает из штрафной, опять разворот, вот так вот. Вроде все правильно делают футболисты Руха, доходят до второй как бы линии вот этой, проходят полузащиту нашу, но — 83-я минута заканчивается, счет 0-0. Много замен уже было в составе Крумкачева, но некоторые парни весь матч отпахали. Да, пускай фотку. Ну не фотографируйся, зачем? Ты не напрягайся, все равно. Здесь я и нашел. Так он в трансляции попадал сколько раз. Ну все равно. Хорошо. Я не знаю. Так вот, по поводу планов команды Крумкачи на это межсезонье, я знаю точно, что будет неделя сборов в Пинске, а потом команда возвращается в Минск на следующих выходных, кажется, в воскресенье, и сразу будет там через неделю начнется турнир Белазовец, традиционный. Так что будет там минимум 3 игры, а если команда выйдет из группы, то и 4-я. Такой мини-плей-офф, ну, группа, а потом плей-офф. Как Минск, то есть получается будет сначала неделя занятий таких интенсивных, а потом уже матчи практически через день. И будет интересно посмотреть и на футболистов, на какие-то тактические моменты. Нужно понимать, что результат в спаррингах это очень, ну, это важно, но это не самое главное. Самое главное это посмотреть в деле футболистов, найти какие-то связи. И, ну, конечно, хотелось бы порадовать болельщиков забитыми мячами и победами.
С обрезкой может получиться контратака. Одно и то же пытается делать Рух, у них пока не получается, но они вот упорно делают то же самое, что и последних полчаса. У нас Яцкевич на поле оказывается еще вообще парень в порядке, несмотря на возраст, который все часто упоминают. Один из лучших функционально, интеллектуально на поле, поэтому большая надежда на Сашу в этом сезоне. Он стал лучшим футболистом прошлого года в составе Крумкачев, MVP. Ошибается Шестенко, кстати, может... Вот еще один возвращенец, пока еще без контракта, но ждем выход на поле Артема Воловича. Парень помогал Крумкачам в сезоне 2019. Был арендован из Городей. Как вы знаете, сейчас у Сахарников там очень много вопросов по ним. Вот Волович в прошлом году и в высшей лиге имеет наигрыш. Еще молодой футболист, но посмотрим. Забивал он за Крумкачи, красивые мячи, так что... Откуда? А зовут как? Меньше 2 минут до окончания основного времени матча. Счет 0-0. Рух Крумкачи, первый спарринг этого межсезонья. Ну, интересно будет. Пишите в комментариях, понравилась ли вам игра вообще, если вы что-то смогли рассмотреть. Точно можно сказать, что Ваня Саньков в порядке. Другие ребята, больших провалов не было у нас сегодня. Не так много моментов мы создали, больше создал Рух, но с другой стороны 100% моментов только не забиты пенальти или Собакая. Под возгласом Рух чемпион Ваня Верас идет в атаку, подача и удар. Это Волович бил, кажется. Волович бил или кто? Кто? А, может быть, Володя Карт, да. Вот так вот. Смогли организовать еще одну атаку. Если Карт подпишет контракт с Крумкачами, это будет его, чтобы не соврать вам, 3-й приход Правая рука. в команду. Вова Карп, несмотря на свой возраст молодой, был в том самом составе Крумкачева, который пробился в высшую лигу в 2015 году, 6 лет назад. Поднимайся, Влад, поднимайся. Смотри, какое пространство у тебя. Потом в высшей лиге выступал за Крумкачи.
И вот сейчас у него есть возможность доказать, что он способен и все контракт. Началось добавленное время. Мне кажется, сейчас арбитры свистнет. Я не думаю, что много добавят. Вот, Ивалович. Загоняли по штрафной Кромкачеру в последние минуты. А сколько добавил? До последнего, да, играем? До забитого? Аса, внимание! Очень важно все-таки не пропустить в этой последней атаке Руха. Шевченко с мячом. Ну что, смотрим на арбитра. Взял свисток уже и все. Все, 0-0. Дякую за гульню. Спасибо, смотрели нашу трансляцию. Подписывайтесь на соцсети Кромка Шоу, следите за новостями. Надеюсь, что скоро их будет много и только хороших. Поздравляю с травмой психологической Руха. Я вот смотрю уже. Спасибо. Быстро? Легенда. Нет, я просто ушел, я был выше. Я пришел я вообще посмотрел, мне вытекает. Не умею.